Артем, вы, наверное, заметили, что вот несколько недель международные информационные агентства, такие авторитетные газеты, американские, европейские, выдали несколько таких порций расследований относительно того, как китайское правительство угнетает уйгурское население, мусульманское население, и не только, туда попадают в эту категорию казахи, татары, киргизы и, кстати говоря, ханьцы мусульмане, то есть этнические китайцы, которые или приняли ислам, или исторически являются мусульманами. Были такие очень сильные репортажи, и, в общем-то, понятно, что это зиндан такого 21 века, что вот мы долго говорили о наступлении такой тяжелой пяты информационного общества. Оказалось, что китайский джаггернаут, оказалось, что китайский дракон в прямом и переносном смысле оказался более страшен, потому что то, что он творит, там Гуантанамо, это где-то вот, значит, блекнет на их фоне. И я знаю, что ты достаточно хорошо погружен в проблематику Кыргызстана, да, и в принципе киргизы, так сказать, охватывают и Синьцзянь, там где-то они тоже присутствуют. Нет ли вот какой-то информации относительно вот этого события? Вообще хочу начать с того, что по данным Human Rights Watch, который как раз начала форсировать эту тему и освещать, таких репрессий в отношении мусульман, по их данным, не было со времен китайской культурной революции. Да. И вообще эти репрессии носят даже не только жестокий репрессивный характер, на который, безусловно, нужно обратить внимание, но, что очень важно для нас, отметить технологический характер. Это система социального кредитования, которую они сейчас прокатывают как раз на этой ситуации, на уйгурах. Она может обернуться очень серьезными последствиями вообще в перспективе. То есть это тот самый технологический джаггернаут, которого предрекали многие фантасты-утописты. Да, и сейчас мы уже видим это, так скажем, наяву. Вся эта видеофиксация и система лояльности китайскому правительству на основании неких баллов. И на это, конечно, стоит обратить пристальное внимание, потому что, учитывая китайское влияние на соседей, вот, Руслан, ты затронул вопрос Кыргызстана, ведь китайский бизнес сейчас, китайское влияние с помощью их бизнеса и вообще их представителей в Кыргызстане набирает силы, набирает обороты. В Казахстане их влияние уже достигло некого такого исторического максимума за последние десятилетия. И легко можно представить, что вот эта их методология уже будет использоваться и в соседних странах, которые еще совсем недавно были под протекторатом России. И что еще хочется отметить, это абсолютное молчание в российской информационной среде, особенно среди мусульман, которые должны в первую очередь обращать на это внимание. И, наверное, стоило бы больше об этом говорить, потому что впоследствии это, конечно, очень, может быть, обернуться серьезными и чувствительными последствиями. Я вот хотел бы в качестве такого ужасающего факта привести следующие сведения, что порядка 1 миллиона уйгур находятся не только в тюрьмах, а китайцы изобрели такой метод, так называемый профучреждение, да, где они якобы проходят перевоспитание. Вот такое вот, скажем, как у Замятина в «Мы», да, то есть люди без имен, просто, так сказать, инициалы, номера, им выдают талоны на свидание. Ну, то есть вот типично, как ты сказал,
антиутопия. И по большому счету нас долгое время пугали и продолжают пугать как бы влиянием Запада, что вот тлетворное влияние Запада. Вот все негодяи, поработят, нас там, значит, духовно раздербанят и все такое. Но что касается Китая, все просто молчат, как в рот воды набрали. Хотя Китай является экзистенциальным соперником, противником тюрков и мусульман. Я напомню, что Великая Китайская стена, она была установлена китайским правительством против кочевников тюрков. И китайцы видели и ислам, и тюрков как врагов номер один. Поэтому вот эта вот тихая экспансия и тихая не просто ассимиляционная кампания, да, а просто уничтожение, так сказать, вот такой комбайновский идет, такой комбайн, да, бездушный, и рубит такие вот колоски жизни. Это очень страшная вещь, потому что Запад, на самом деле, он же потерял драйв к экспансии, у него и нет этого драйва. А Китай – это вот такой огнедышащий дракон, который просто вот идет, так сказать, и не смотрит под ноги. И, в принципе, никто ему ничего не может сказать. Ни Россия, которая вообще боится что-то сказать против, да. Вот ты сказал про Кыргызстан, мы знаем, что Казахстан очень переживает по поводу китаизации, да, во всех сферах, потому что мы не говорим про экономику, потому что Китай практически всех купил. Вот это вот проект нового шелкового пути, да, где Китай просто рассматривает не просто как экономический проект, а территории собственного экспансионизма. То есть, насколько я знаю, в ряде регионов китайцы ставят условия. Вот мы прокладываем железную дорогу, но по ходу следования, значит, вот этих транспортных коридоров будут размещены наши так называемые чайна-тауны. Они, конечно, называются по-другому, там, скажем, экономические узлы, там еще что-нибудь. Но по факту это как бы вот такие вот столбики китайского влияния. Это первое. И второе, что Китай, в принципе, не чувствителен ни к какой критике, ни к каким ударам. Там, ни в спину, там, ни в бок. То есть у него есть панцирь такой железный, да. И по большому счету Китаю никто не может бросить сейчас вызов. И Китай, который, как известно, использует такую технологию, когда дерется там тигр со львом, то китайская обезьяна, по их, так сказать, философии, сидит на дереве и наблюдает, как они друг друга дербанят. Да? То есть Китай это очень умело использовал. Он выждал момент, когда там Запад, Россия друг друга, так сказать, теребили за воротники, они набирали мощь. Я думаю, что по большому счету через поколение там Дальний Восток, часть Центральной Азии, к сожалению, будут под железной пятой Китая. Вот как ты считаешь, такие прогнозы, они пессимистичны или же вполне могут реализоваться? Но все-таки хочу добавить долю оптимизма в твои слова, Руслан. Этот китайский панцирь может быть подорван изнутри самими же уйгурами, которые недолго будут это еще терпеть, потому что есть пассионарии среди них, и эта пассионарность рождается вследствие этой жесткой политики Китая. То есть они могут просто довести до той критичной точки, которая может зажечь какой-то конфликт, какой-то очаг. Ну, здесь я с тобой не соглашусь по ряду причин. Дело в том, что восстания, бунты уйгур случались на протяжении долгого времени. И последние активные выступления были пару лет назад. И они стали катализатором того, что Китай стал закатывать просто уйгур в бетон. Более того, активных всех или поубивали, или, как ты говоришь, вынудили уехать. В мечетях устраивают стриптиз-клубы, бары, наносят такие вот мощные идеологические удары по Уйгурустану. Более того, Китай за 10-15 лет заселил миллионы китайцев.
и теперь китайского населения больше, чем уйгурского. И идет очень сильная такая ассимиляционная кампания. Конечно, романтики, там все хорошо, но вряд ли их допустят обратно в Китай. Более того, уйгуры очень организованные силы, я вам скажу, но даже им не под силу в одиночку 10 миллионам уйгур сломать хребет 1,5-миллиардному Китаю. Все-таки Китай – это самая древняя бюрократическая машина. Помните эти мандарины китайские, да, первые они стали пестовать, культивировать бюрократизм. Я напомню, что бюрократия возникла только в XVI веке в Европе, как разложение королевского двора. А Китай в это время полным ходом маршировал, так сказать, по кабинетам номенклатурным и так далее. То есть это очень устойчивая система. Единственное, я соглашусь, что она изнутри нестабильна вследствие не уйгурского как бы разлома, а только потому, что это большая система, которая обязательно входит в конфликт внутри себя. Потому что любая система, она сложная. А сложность системы порождает вызовы постоянные, на которые Китай на протяжении всей своей истории не смог ответить ни разу. Потому что никогда Китай не имел такого влияния, как имеет сейчас. У него нет просто политического опыта исторического. Более того, у Китая нет политического проекта. Поэтому он сделал ставку на экономическую экспансию, но она тоже очень вялая, потому что я могу взять день у Китая и могу его просто опрокинуть, что называется. Могу не вернуть. Китай не вводит войска, Китай не бомбит, как американцы, там, не может ввести санкции. Но Китай страшен тем, что он лишен вообще зоны сакральности. То есть все, что говорят вот, бездуховный Запад, это вот как раз-таки к Китаю. Потому что у Китая все, что есть, это чистый миф. Это чистый миф, основанный на том, что западное восприятие и европейцы очарованы Востоком, и Восток воспринимает просто, так сказать, как кувшин полный чудес и магии. На самом деле Китай – это чисто материалистическое пространство. Никого не должно вводить в заблуждение, что там есть даосизм и прочие примитивные философские концепции, на самом деле. Ну, по крайней мере, по сравнению с западной философской мыслью, это как аквариумные рыбки, на самом деле, по сравнению с китом. Я думаю, что единственная надежда на то, что Китай надорвется, таская вот этот вот тюк. Но это опять-таки надежда людей, которые сидят на диване и мечтают. Но что мы должны сделать в этом случае? Я думаю, что мы должны обязательно рассказывать, говорить, доносить информацию о злодеяниях Китая, раз, разоблачать китайскую цивилизацию, 2, говорить о том, что это никакой не друг России, это 3, Китай так не считает, и стараться поддерживать угнетенных мусульман любыми способами, потому что и молитвами, и там каким-то информационным действием, потому что единственное, чем сейчас мы можем им помочь. И крайне печалит тот факт, что ряд мусульманских клерикальных лидеров с таким вот непонятным месседжем говорят о том, что проблем нет. Проблем-то как раз существует и существует достаточно давно, чтобы на нее не обращать внимания. Хотел задать тебе вопрос, Руслан, по поводу санкций. Трамп ведь заговорил в последнее время о санкциях в отношении Китая, и, по-моему, у него фигурировала тема уйгуров как раз. Насколько это перспективно и насколько это может быть? Или это просто риторика, очередная игра, популизм? Здесь очень сложная механика взаимоотношений, потому что надо четко понимать, что Америка и Китай – это такая неваляшка, которая как бы раскачивается, да, по той простой причине, что есть амплитуда китайская, есть амплитуда американская, да, а Китай сейчас субсидирует Соединенные Штаты, чтобы те покупали их товары. Если Китай перестанет субсидировать Соединенные Штаты, то его экономика повалится, потому что у китайцев
экономика ненужных вещей, так называемая. Да? Китайцы технологического практически ничего не производят. Но Америке тоже нужно куда-то сбагривать свои доллары, да, покупать, потому что мы видим, что Европа сейчас, так сказать, разлом тектонических плит расходится от Соединенных Штатов. Это первое. Второе, Трамп является почвенником. Он является таким вот традиционалистом имперским. А это обязательно связано с противостоянием идеологическим. Но так как Россия не является идеологическим оппонентом, она является оппонентом политическим. Но у России же нет идеологии, а у Китая какая-никакая есть. Там, коммунизм и все такое. Это второе. И третье, я думаю, что Трамп просто пытается поднять внутриполитическую волну в Соединенных Штатах, потому что, как гласит политологическая аксиома Соединенных Штатов, когда заканчиваются выборы, сразу начинаются другие. Трамп уже готовится ко второму туру, ко второму сроку, поэтому он нагнетает антикитайскую волну внутри, потому что он пытался набирать очки на борьбе с Европой, это не получилось, все-таки Европа и США связаны сильно. С Россией там тоже все вот так вот запутано с выборами, да, то есть у него хвост какой-то есть там. Остается Китай. Плюс выборы в Сенат, которые выборы в Сенат, да. То есть он решает несколько задач. Я не верю в серьезное соперничество этих держав. Есть, конечно, там склоки и так далее, это естественно. Но они заинтересованы друг в друге, как плюс и минус. Без плюса нету минуса, без минуса нету плюса. На ближневосточных лидеров тоже надежды в этом вопросе, я так понимаю, питать не стоит. Но Эрдоган вступился, но политического веса Эрдогана недостаточно для того, чтобы влиять на Си Цзиньпина. Саудиты? Ну, саудиты – это просто разложившаяся политическая элита, которая просто пытается прикрыть оголившийся зад и все. То есть их вообще всерьез нельзя воспринимать.